Большинство из сегодняшних призывников – добровольцы. Те, кто готовы с гордостью выполнить свой долг. Представитель военчасти приехал из Подмосковья. Ребята будут проходить службу в космических войсках. Именно там джигиты собираются показать, насколько ингушский дух и дисциплина будут дополнять боевую мощь ВВС. Я считаю, что мужчина должен знать, он должен пройти армию. Это долг любого. Ахмед Костоев провожает в армию уже второго сына напутственными словами. Он сегодня с гордостью смотрит на Юсупа, ведь детей всегда воспитывал в духе патриотизма и строгой дисциплины. Сам бывший военный, старший сын служит в МЧС, и теперь младший отправляется в космические войска. Я сам служил 2 года в свое время. Он сам хотел служить, поэтому ничего тяжелого. Сперва им будет тяжело, но все равно привыкнут, отслужат, вернутся нормально. Конечно, я горжусь. Сейчас многие отклоняются от службы, не хотят служить. А он сам хотел, добровольно пошел, служил. Я думаю, все нормально будет. Мужчина должен служить. Гирихан Беков давно решил пойти служить в армию. Хоть вдали от дома, но трудности новобранца не пугают. Мотивация добиться успеха в военной стезе берет вверх. Я хочу там остаться по контракту, как получится. Но покажу себя с хорошей стороны, чтобы взяли меня, чтобы я там служил. Потому что я представляю, что такое ВКС, и я хочу там служить. В числе провожающих сегодня и председатель комитета по защите прав военнослужащих Ингушетии. Радимхан Магушкова поздравила ребят с этим важным шагом в их жизни. Дала несколько наставлений и ребятам, и родителям. А также озвучила свой номер телефона, по которому с ней можно связаться по любому вопросу. Мы поговорили с родителями, я им объяснила, что в этой части, вот только что я неделю как приехала, очень хорошая часть, не надо переживать за них, поэтому я думаю, что переживать незачем. Всего год служить, надеюсь, что они нормально, достойно вернутся домой, а я там еще раз встречусь с ними. Прощая жизнь в тепле и уюте под маминой опекой. Подтянутые в строгой армейской форме, они готовы служить на благо своей большой и малой родины. С приветственным словом к молодым людям обратился Ахмед Сагов. Впереди у них целый год вдали от дома. Большинство из них намерены твердо связать свою жизнь с военным делом и продолжить службу после армии, заключив контракт с военной частью. Но они считают себя элитные войска военно-космические. Там в дальнейшем, конечно, если они себя покажут с лучшей стороны, командование части может заключить с ними контракт, и они могут остаться уже на контрактной службе там, где они принимают непосредственную службу уже. У ингушского народа немало достойных примеров выдающихся военных. Пойти по их стопам – вот цель подрастающего поколения. И уже через год на этом самом месте их вновь будут встречать родные с нескрываемой улыбкой и гордостью. Адам Гулоев, Зураб Гайтов, Новости 24.